Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда», август месяц, все на каникулах. Только мы работаем. Только мы работаем, да, но при этом понимаем, что в сентябре, когда все вернутся с каникул, в том числе и парламент, начнется не только новый политический сезон, но начнется, в общем-то, предвыборная президентская гонка. И в этом контексте мы сегодня будем говорить. Сегодня у нас в гостях на правах хозяина, да, Астамур Тани, наш постоянный эксперт. Я не забываю, что я гость. Да, не забывай, это хорошо. В общем-то, Астамур, добрый день. Добрый день. Начну я все-таки, знаешь, с того, что сейчас, после того, как у президента не получилось с апартаментами, при этом он рассчитывал все-таки, что парламент, где у него было в реальности, вот математически, да, так выходило, что это у него там большинство сторонников, которые вроде бы должны были поддержать по его идее, но вот карта так легла, что не захотели эти люди, которых он считал своими сторонниками, проголосовать. То есть они, исходя из того, что там и общественное мнение там имели в виду, и свой взгляд наверняка у них был там насчет приемлемости, неприемлемости этого проекта апартаментов для абхазских условий, насколько он там вообще хорош. То есть они вот как-то свои выводы делали. Но так или иначе вот проект не прошел, то есть отозвали его. Но здесь ведь дело не только вот в самом проекте, наверное, да, здесь очень много каких-то вещей вытекает вот из этого действия, да, то, что у президента не получилось, уже и парламент пошел против него. Вот это как-то сказывается, учитывая вот, что там рукой подать до новых президентских выборов, до очередных президентских выборов, меньше полугода осталось, да. Вот в этом контексте, как все это будет отражаться, как будет складываться вот этот политический рельеф, ландшафт, как угодно назови, да, вот в контексте вот этих событий, которые происходили вот буквально в июле. Добрый день, во-первых. Во-вторых, давай лучше о глобальной политике поговорим, потому что здесь невозможно ничего прогнозировать. Но и все-таки постарайся. Да, глобальную политику, кто тебе потом вспомнит, что ты не так напрогнозировал, да? Но здесь на самом деле, в силу того, что общество маленькое, но очень все находится в динамике. И очень много зависит от субъективных факторов. Малые единицы задействуют. Предпримет власть какие-то шаги, или будет продвигать дальше эту свою инициативу, или остановится на этом, или еще какие-то инициативы будут конфликтогенные. Мы это предсказать не можем. Вот. Я недавно смотрел интервью одного высокопоставленного представителя правительства. Он говорил по поводу того, что нельзя говорить, что там, президента низкая легитимность или исполнительной власти. Но мне кажется, они путают легитимность и легальность. Легитимность – это понятие из области социальной психологии. То есть это как оценивает мероприятие власти население. То есть поддерживает оно власть или не поддерживает. А легальность, наверное, никто под сомнение не ставит, что у нас законно избранный президент, законно избранные институты государственные функционируют на основе Конституции и так далее и тому подобное. Вот. Вопрос в легитимности. На мой взгляд, конечно, легитимность исполнительной власти снижается. Вместе с тем, тоже на мой субъективный взгляд, роль парламента, авторитет парламента повышается. Потому что как правило, у нас кризисы возникают в результате тех или иных решений исполнительной власти, а разрешение кризисов на себя берет парламент. Вот. Поэтому, мне кажется, происходит это как закон сообщающихся сосудов. Если в одном месте убыло, в другом месте прибыло. В данном случае прибыло, на мой взгляд, парламент. Но чтобы эти рассуждения, в том числе и мои, не носили такой субъективный характер, у нас не хватает очень важного компонента. Для того, чтобы власть и вообще политические силы ориентировались вот в этом самом ландшафте. У нас нет элементарной социологической службы.
Это не только рейтинги действующих политиков, это вообще установки общества, что оно ждет от власти, каких решений, как оно реагирует на те или иные решения. Поэтому у нас лакмусовой бумажкой остается улица и митинги. Но, по-моему, это же тоже не бином Ньютона, это уже во многих странах, в большинстве стран работают такие институты, которые помогают ориентироваться в окружающем пространстве, и в том числе позволяют проверить ту самую легитимность. Вот, чтобы это не было предметом таких политического жонглирования. Надо просто взять и проверить. Можно, это, кстати, можно, если государственной службы нету, можно, не знаю, нанять специалистов, которые быстро проведут качественное исследование, сделают репрезентативную выборку. И тогда и власть, и оппозиция поймет, в каком состоянии у нас находится, вот, в том числе и рейтинг тех или иных политиков. Вот тогда это не будет просто рассуждение. А так, по ощущениям, конечно, поддержка власти падает. Это то, что депутаты таким образом себя проявили. Но депутаты, они связаны в большей степени с людьми со своих округов. Они прислушиваются к тому, что им говорят. Вот, это влияет на их позицию по тем или иным вопросам. Вот, косвенно это вот свидетельство того, что депутаты выполнили запрос общества. Вот в чем дело. В целом, конечно, если мы можем коснуться этой проблемы тоже с этими апартаментами и другими подобными проектами. Ну вот смотри, все-таки Аслан Бжане, он делал упор на те же проекты, которые так или иначе он привязывал там, к теме России, да, то есть и я знаю, что очень много всяких спекуляций ходило, что если вот сейчас мы вот это не примем, да, то у нас ухудшатся там отношения с Россией, это вот начиная там с госдачи, то есть вот этот тезис, он в этой повестке все время как-то фигурировал, да, присутствие Москвы и в этих вопросах, которые активно лоббировал Бжане и продолжает лоббировать, он фигурировал, но в общем-то в отношениях между Москвой и Сухумом, в общем-то, ничего не случилось, все достаточно стабильно и предсказуемо. Сейчас, как бы я как думаю, все-таки вот эта чрезмерная какая-то спекуляция на вот этой российской теме, она так или иначе привела к такому восприятию этой темы, то, что противники вот всех этих законопроектов, которые там выносил, лоббировал Бжане, это вот как бы типа чуть ли не антироссийские элементы и так далее. И сейчас вот оппозиционные там организации собрались, провели круглый стол и там вполне конкретно говорили о тех отношениях, которые там с Россией есть, и что как бы, без этого никуда. Абхазии нет в Абхазии таких как бы нездравомыслящих политических сил, которые будут проводить какую-то антироссийскую политику, да. Но при этом как бы я думаю, насколько вообще Москва в преддверии этих выборов, ты все-таки вот в абхазской власти там довольно серьезно присутствовал, там со времен Владислава. В оппозиции тоже. Да, и в оппозиции тоже. Но тем не менее и тогда с оппозицией Кремль разговаривал в те годы, когда ты в оппозиции был. Насколько в Москве интересно разговаривать вот с одним конкретным политиком, да, там делать ставку, условно говоря, на там, одного кандидата, условно говоря, на Аслана Бжане. Вот я помню 2004 год, когда как-то по какой-то неведомому, непонятному мне как бы поведение, такое поведение у меня было абсолютно непонятно, когда с упорством ставка делалась там на одного кандидата, на Рауля Хаджиба, а все остальные вот как-то воспринимались в штыки. С тех пор как бы позиция Москвы очень такая гибкая была. Сейчас
Насколько эта позиция будет гибкой? Ну, вот твой взгляд я бы хотел бы услышать. Ну, можно предположить, что, во-первых, из тех событий, несомненно, были извлечены уроки, это раз. Ты имеешь в виду 2004 год? Да. А второе, ситуация кардинально изменилась в отношении между Абхазией и Россией. Они приобрели упорядоченный соответствующими соглашениями характер. Тогда Абхазия была непризнанным государством, сейчас Абхазия это союзное России государство, и ни одна политическая сила в Абхазии не ставит под сомнение целесообразность этого союза. Вот. То есть с этой стороны я не думаю, что в России есть какие-то влиятельные силы, которые думают, что может что-то измениться. В этом смысле, кто бы к власти в Абхазии не пришел, он будет придерживаться этой линии, потому что ей нет альтернативы. Ни в плане безопасности, ни в плане экономики. То есть здесь ситуация достаточно стабильна. Естественно, есть соблазн наших внутриполитических игроков заручиться таким важным преимуществом, как поддержка Кремля. И это все выливается, конечно, в политическое пространство. Вот там говорят, что какие-то внешние силы там у нас окопались. Но если посмотреть повестку, которую там выдвигает абхазское общество, не только оппозиция, вот нужно обратить внимание, что вот эти последние действия властей, они встретили оппозицию, извините за тавтологию, не только со стороны оппозиции. Вот, совершенно есть представители интеллигенции, много сторонников, кстати, действующей власти, которые ее поддерживали, в том числе ветераны войны, они высказались против этих решений. Вот. Надо обратить внимание, что они выступают с традиционной для абхазского общества повесткой, которая формировалась еще в советские годы. То есть защита политических прав и абхазского народа, реакция на возможные перспективы изменения демографической ситуации. Это для абхазцев всегда была чувствительная тема. Но тогда, наверное, можно сказать, что вообще абхазское национальное движение, может быть, оно тоже создано какими-то внешними силами. Вот. Но это же абсурд. По власти же представлены лица, которые были одними из лидеров этого национально-освободительного движения. Пусть сравнят повестку того периода с повесткой, которую высказывает абхазское общество сейчас. Поэтому не стоит наводить тень на плетень, потому что на самом деле это даже вразрез с интересами власти идет. Вот. Создание такой политической напряженности. Потому что в условиях такой политической поляризации, они же говорят, что мы хотим инвесторов привлекать. Допустим, в апартаменты те же. Они хотят привлечь крупный российский бизнес. Наверное, нет особо желающих идти с большими деньгами. Потому что, поэтому, наверное, и преференции хотят налоговые создать для иностранных инвесторов крупных. Потому что, это же неизведанное поле Абхазии. В итоге, когда получается политическая нестабильность, я думаю, что очень многие люди так поостерегутся вкладывать крупные капиталы в Абхазию. Вообще идея решить проблемы Абхазии с помощью крупного олигархического капитала, она, в принципе, мне кажется, вредна и малореализуема. Надо работать с более мелкими игроками, которые там гостиницу готов построить, или, не знаю, там еще куда-то инвестировать. Но когда ты, допустим, зачищаешь экономическое поле под какую-то одну структуру, бизнес-структуру, это получается, ты зачищаешь от собственного бизнеса. Это у тебя будет всегда напряженность. Вряд ли это в абхазских условиях реализуемо. Вот. Потому что, допустим, есть такой еще признак, когда легитимность власти падает, она начинает больше опираться на силовые структуры. Но если говорить об абхазских силовых структурах, наверное, там же люди в основном думающие. Вот. Вряд ли найдется большое количество людей, которые будут выполнять любое указание действующей власти. То есть ты, когда принимаешь эти решения, ты же должен исходить из характеристик твоего общества. Какие оно цели исторически перед собой ставит.
Если ты будешь двигаться вразрез с этими целями, а ты же не только здесь дураков нет, все понимают, что к чему может привести. Вот. Поэтому с этим нужно считаться, с этими вопросами. Поэтому я не думаю, еще раз возвращаясь к этому вопросу, я не думаю, что какие-то политически значимые силы в России будут серьезно вмешиваться в эти дела. Может быть, есть расчет, что какие-то олигархические структуры финансовую помощь окажут в этом деле. Но это все, опять-таки, не будет долговечно. Это не будет работать в долгую перспективу. Потому что можно, конечно, допустим, выборы каким-то образом вытащить. Тем более, если, допустим, оппозиция будет раздроблена, то можно обеспечить выигрыш на этих выборах. Но управлять все равно не получится, потому что это опять мы возвращаемся к той же самой пресловутой легитимности. Вот, потому что здесь власть, она обречена на то, что она должна считаться с мнением народа. Вот. Но, конечно, крайне негативно было воспринято не только мной, очень многим. Это вот интервью президента Аслана Бжани российским СМИ, где он там, кажется, «Россия-24» было, да, где он там увязал там то, что там закон об апартаментах не прошел, и вот эти народные волнения, протестные акции и так далее, с влиянием иностранных спецслужб и так далее. То есть вот этот такой посыл, вот все, что противится воле президента, чуть ли не иностранные спецслужбы инициируют здесь, и вот все вот эти оппозиционные действия, все это сопротивление гражданского общества, это вот не обходится без всяких иностранных разведок. То есть, вот как ты думаешь, я не знаю, ты был близок со многими президентами. Вот тогда ты все время говоришь не со многими. Да, с некоторыми. С одним. С некоторыми. Я не знаю, но может вот они когда доходят вот до этой стадии, как-то они отрываются, я не знаю, от земли. Все-таки маленькое общество, да, то есть когда ты полстраны, пол своих граждан как бы вот так тихо списываешь в агенты иностранные, мне кажется, это вот какая-то крайняя оторванность от общества. Без вот такого, не знаю, отрыва, такие заявления не на это делаются. внимание обращают и сторонники действующей власти. Это им тоже совершенно не импонируют такие заявления. Они не готовы к такой поляризации и противопоставлению себя лично другой части абхазского общества. Это просто наша структура общества такая. Это разрывать вот эти все связи с абхазским этим мироустройством, это мало кто на это готов. Ну, я думаю, по пальцам можно пересчитать и во власти таких людей. Вот. Поэтому это, естественно, ошибочно. Ну вот, ты знаешь, это я сейчас вспомнил по поводу вот этих крупных проектов, которые у нас сейчас продвигаются. Сюда приехал один раз, мне мой друг рассказывал, приехал крупный бизнесмен, ну, в первый день прям в восторг пришел от Абхазии. О, здесь прям деньги лопатой можно грести. Вот. Потом он поездил, пообщался и уезжает, совершенно ничего не хочет вкладывать. Почему, говорит? Знаете что, говорит, ваша земля стоит миллиарды, а с вами ни копейки. Вот. Дело в том, что, понимаешь, в этом есть, конечно, это звучит как резко и цинично, но в этом доля истины есть. Она в чем заключается? Вот если, допустим, с точки крупного бизнеса, ну, крупный бизнес приходит туда, где большую выгоду можно получить. Ну, значит, для этого нужны какие-то трудовые ресурсы, правильно? Должны быть потребители какой-то продукции. Но если их нету, ну вот аэропорт, вот сейчас хороший проект нужен, чтобы аэропорт работал. Вот. Но у меня всегда встает вопрос, кого он будет возить? Может, думают, что жители апартаментов? Ну, там масса других вопросов, помимо хорошо будем, закроем глаза на всякие демографические, политические и прочие вещи.
но там ни генерации нету, ни очистных сооружений. Там в чистом поле апартаменты, чтобы построить, это же какая-то нагрузка тоже на нашу экономику, на наши, не знаю, энергетические ресурсы. Потом, какая уверенность, что люди в Ачимчирском районе купят апартаменты и захотят, допустим, там жить какое-то время. Это комплекс проблем. Я вот, честно говоря, не очень верю в реализуемость этих проектов. Вместо этого, мне кажется, вот смотри, вот возьмем, допустим, за период, когда этот майнинг начался, который все проклинают, у нас очень многие люди неплохие деньги сделали. И я знаю примеры, когда люди десятки миллионов рублей едут и проигрывают в казино в Сочи. Слушай, это наши внутренние инвесторы. Хотя бы можно создать какую-нибудь школу, бизнес-школу, чтобы людям сказать, вот такие стартапы. Так они могут вам принести. Вложите туда деньги. Вот. И, исходя из этого, мне кажется, что здесь надо больше работать с собственным обществом. Ну, несмотря на то, что Абхазия долгие годы была изолирована, да, с трудом, медленно, но здесь пробилась целая плеяда людей, которые и работать умеют, и деньги зарабатывать, и в гостиничной, и в курортной, везде в сферах работают. Вот, мы видим, даже они вот организованно выступают, как экскурсоводы в защиту своих прав. То есть здесь происходит экономическая активность, ее же надо поддержать. Но я еще раз считаю, что Абхазия – это не территория, куда надо запускать крупных инвесторов, монополистов, каких-то олигархических капиталов. Потому что, в силу зыбкости нашего положения, допустим, успешный этот апартаменты будут построены, поселятся здесь несколько десятков тысяч человек. Это большой вызов. Как мы с ним справимся, я не знаю. Поэтому наше общество привычно реагирует. Эти 17% в голове, они всегда у всех сидят. Это же буквально на глазах 2-3 поколений абхазы из большинства превратились в 17%. И у нас вообще хотели всех политических прав лишить. Это же из этой области вопрос, из этой повестки. Как на него отреагировала власть, сказала, этого не будет, почему не будет. То есть мне кажется, что вот этот соблазн быстро привести людей с большими деньгами и какой-то получить эффект, мне кажется, он совершенно ложный. Надо работать все-таки более адресно, точечно, в том числе и с российскими инвесторами. Еще раз хочу сказать, я в прошлую передачу говорил, нужно не допускать монополизма тоже в разных сферах. Ну, ты знаешь, я вообще в любой экономический какой-то большой проект, который так или иначе обычно сверху спускается, да, и сверху лоббируется, я вообще в него не верю, да, потому что в силу, опять же, бесконтрольной коррупции у нас, да, то есть когда пытаются вот так активно мамой клясться, что этот проект жизненно необходим Абхазии, когда чиновник мне говорит и при этом как бы идет использует все законные и незаконные методы для этого, у меня возникают большие сомнения, да, насчет того, насколько он это искренне говорит и насколько он как бы не заинтересован лично вот в реализации этого проекта. В том, как у нас вообще все обстоит в реальности, даже если бы я уже как бы не раз говорил о том, что если бы даже мы легализовали бы там торговлю наркотиками и создали бы госкорпорацию по торговле наркотиками, все равно этот бизнес оказался бы там как бы убыточным. Ну, в силу того, что государство им занимается. То есть люди, там, которые там ответственные, они будут в шоколаде, а вот само государство, оно получит одни долги. Вот как сейчас происходит вот эта история с аэропортом, когда они там один бизнесмен профинансировал проектную документацию, да, то есть на 200 миллионов. Да, и сейчас вот эти 200 миллионов требуют от правительства Абхазии в силу того, что правительство Абхазии решило, он нам не подходит, да, деньги забрало у него,
и передали проект другому. Ну, видимо, нашли лучше. Да, да, но при этом, Еще более да, непросто. но при этом, я думаю, тот же, это такая сейчас битва олигархов происходит на абхазской земле, да, то есть этот олигарх, который 200 миллионов потерял, он в любом случае он их вернет. И мне кажется, передав его другому, эти деньги он наверняка получит либо с правительства Абхазии, либо людей, которые отвечали за это. Ну, вообще, по этим правилам и политическим, и экономическим, всегда за побитые горшки платит слабейший. Так получается, что всегда слабейшей стороной оказывается абхазская сторона. Ну, у нас примеры не за горами. Вот, поэтому те, кто у нас принимает решения, они же не отвечают по этим набранным долгам. Вот в чем происходит. Никакой ответственности нету за неэффективную экономическую политику. Это же не только долги. Это многих вопросов касается. Ну, я думаю, что вот в целом этот путь, который был избран, таких взаимоотношений и вообще ориентация на вот такие крупные проекты фантасмагорические, это тупиковый путь. Здесь, конечно, нужно работать в более сложной среде, многообразной. Нужно все-таки, наверное, менять и саму систему управления, потому что, опять же, когда никаких выгод не прослеживается, эти выгоды, которые в реальности можно получить, они как вода в песок уходят в карманы чиновников, в какие-то другие карманы, не поймешь. Но ни государство, ни общество от этого вообще ничего не имеет, кроме, опять же, наверное, если долгов не будет, только еще долги на них не повесят, то в любом случае нужно, наверное, в первую очередь, прежде чем говорить о каких-то проектах, которые вытащат экономику Абхазии за шкирку и в разряд передовых государств, передовых экономик поставят, как у нас говорят, то я думаю, прежде чем говорить о локомотиве, локомотивом экономики должна, наверное, реформа системы управления. Борьба с коррупцией, когда нет ни реформы системы управления, когда нет никакой борьбы с коррупцией. Потом уже майнингу, если вспомнить эту ситуацию, когда нам власти обещали, что мы каждый месяц будем получать, бюджет с этого майнинга будет получать 50 миллионов, 600 миллионов в год выходило. Где эти 600 миллионов? Наверное, 600 миллионов мы с тех пор... Они, видимо, посчитали на калькуляторе, так получалось. И система рухнула. Это из этой области гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это касается и вот этих последних инициатив тоже. Это хорошо еще, что на этой стадии, хоть, может быть, несколько запоздало, это все притормозили. Потому что последствия даже для тех людей, которые принимали решения, которые вложатся в это дело, они же могли быть совершенно негативными. Даже для той же исполнительной власти. Потому что они не в состоянии, это невозможно здесь реализовать. По ряду объективных причин. Надо же смотреть, это же не лаборатория. Здесь есть общество, у которого уже сформировали свои представления об интересах своих. Они не позволят, чтобы на них наступили и что-то там сверху построили. Это же масса проблем, социальные, экономические, политические, все это, этот клубок проблем нарастал, которые невозможно было бы решить нашей исполнительной власти. Надо поэтому чуть-чуть осматриваться по сторонам перед тем, как какие-то решения принимаешь. Я, наверное, еще последний момент, наверное, хотел бы, чтобы мы вкратце обсудили. Назначение министром иностранных дел Сергея Шамба, возвращение его в это кресло после длительного перерыва. Сейчас я скажу, сколько его не было в этом кресле. 14 лет не было.
14 лет. Насколько вообще это позитивно так как ты вообще воспринимаешь? Ну, все познается в сравнении. Я думаю, что с Сергеем Шамбо связано формирование таких хороших традиций в МИДе с его именем, поскольку он дольше всех там работал. Вот. Поэтому я думаю, что с его приходом как минимум работа МИДа станет предсказуемой. Раз. Два, мне кажется, что он больше будет склонен к диалогу с разными сегментами общества, которые так или иначе влияют. С экспертным сообществом он, мне кажется, ну, исходя из прошлого опыта его работы, он более плотно взаимодействовал. Так что, ну, посмотрим. Пока он сказал очень с умеренным оптимизмом отношусь. Важные Ну, вещи, еще? какие-то вещи сказал. Ну что, он сказал, что нужно вести переговоры. Я думаю, что вообще в целом ты как-то один раз высказал идею, что нужен переговорщик. Вот. Я думаю, что сейчас такая ситуация складывается в регионе, когда нужен доверенный, высокопоставленный переговорщик. Вот. Я думаю, с этим связано, да. Я твою идею тут совершенно поддерживаю. Вот, потому что в регионе ситуация динамичная, меняется. В Грузии ситуация, ну, там выборы накануне, в октябре пройдут, неизвестно, как пройдут. Вот, тоже намного от результатов этих выборов зависит вот, стабильность в регионе. Вот, на это нужно, конечно, реагировать. Нужен определенный опыт и бэкграунд. Вот здесь, я думаю, с этим связано назначение Сергея Шамбо. Ну, я надеюсь, Сергей Шамбо очень открытый политик, коммуникабельный, то есть у него комплексов нет. Я надеюсь, на следующую передачу я его приглашу, и мы поговорим об абхазской внешней политике, о тех вызовах, которые стоят и на которые надо реагировать. И я буду закругляться. О дне сегодняшнем мы говорили с перспективой посмотреть на то, как все это будет завтра со Стамуром Таня, нашим постоянным экспертом. И я напомню еще раз, что нашу передачу можно посмотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», на странице «Чегемской правды» в Facebook, на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Можно будет какие-то комментарии, мои комментарии прочесть в моем телеграм-канале на хэштег «Чегемская правда». Прощаюсь с вами. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.